Это было давно. И я вообще первый топ-шоу свой сделал во втором классе. Вот. А я по наследству, у меня прабабушка 102 года, вообще по официально 102 года прожила, а на самом-то деле 106 лет она прожила, и она была кайчи. Кайчи у нас поколениями передаются, поэтому в основном у нас это по наследству все это. И в каждой семье это есть. Потому что я когда первый топ-шоу делал, мне было ясно, я это никогда не брошу, она мне всегда рядом была. Я работал в одно время в разных направлениях и служил в армии, когда тоже это понимал, чувствовал, в школе учился. Когда после службы я поступал в театральное училище, тоже это, примерно это все чувствую, понимал. Наша музыка это как язык, как посол, держит связь с разными народами. Благодаря этой музыке, благодаря горловому пению, кай, горловое пение называется по-алтайски. Кай – это очень серьезный мост, который держит между материками, между населением, между людьми, между наукой, между современной технологией. Это очень сильный мост такой, кай. И можно его увидеть, услышать в разных местах, и в научной точке зрения, и литературе, и в музыфицировании, и в фильме, в разных жанрах, где только нет. Сегодня горловым пением и рок, рэп, разные направления сегодня современной интерпретации исполняют молодые ребята, и мы также исполняем, потому что это жизнь. У нас очень много учеников в Европе, вообще за рубежом. Да, люди учатся и играют на топ-шуры, на икеле, на разных наших национальных инструментах. И исполняют горловое пение. И даже бывает, что они исполняют на алтайском языке. Да, выучили текст, например, кто-то учит алтайский язык специально, чтобы петь. Таких людей очень много. Но первоначально есть равно какая-то ответственность, что ты как представитель народа, своего народа, алтайского народа. Поэтому свою культуру надо как-то преподнести, надо аутентично, чтобы традиционно, как раньше было. Я старался традиции придерживаться, чтобы показать, какие люди мы, откуда мы, какой быт у нас сегодня, какие музыкальные инструменты есть, какой язык, все, что можно было передать людям, чтобы поняли, что есть Алтай. Это я максимально старался показывать, в первоначальном виде. Это приятное ощущение, что вы знаешь свой древний род и до сих пор не сохранили свой диалект, свою тангма, свои знаки, свои традиции. Да, молодежь очень сильно развита у нас, я считаю так. И продолжение будет. Мы пропагандируем, мы ездим, работаем, постоянно пишем новые музыки. Мы сегодня 22 альбома записали. Это, не знаю, у многих музыкантов. Это даже одного диска нет, одного альбома даже, да. А мы 22 альбома выпустили. С разные совместные проекты есть, это с оркестрами, с симфоническим оркестром, государственным симфоническим оркестром Чехии. У нас вышел проект сегодня русским камерным оркестром города Барнаула, совместный проект. Впервые мы горловое пение переложили на ноты, да, и по стилям, да. Это у нас на Алтае, имеется в виду алтайское горловое пение, переложили на ноты. И, естественно, на топ-шоре, на икеле, играя горловое пение постельно и разновидности очень сильно продвигаем, развиваем. И также разновидность исполнять это очень сложно, во-первых, в современное время, то, да, молодежь учится этому, но
это очень сложные моменты есть, которые, чтобы молодежь притягивалась именно вот к игре на топ-шуре, на традиционном инструменте, да, они некоторые хотят не на топ-шуре, а на гитаре, на других инструментах. Этого мы не запрещаем. Были, да, там некоторые люди, зачем вы это делаете, вы типа, традицию портите, почему вы искажаете и так далее. Я считаю, например, что тем больше людей, да, чтобы притянуты были молодежь, чтобы были заинтересованы на гитаре, горловым пением или на других инструментах. Почему бы нет? Это наоборот, это занятость детей, занятость молодежи и пропаганда культуры, горлового пения и вообще сохранение традиций и развитие. Вера меняется. Вот что. Единое верование. То, что традиции мы сохранили, фольклор мы сохранили, это факт. Это у нас Алексей Григорьевич Калкин в 20 веке, да, вот пионер алтайской культуры Республики Алтай. Он исполнил несколько томов периодических эпосов. У него самый длинный эпос это Мадай-Хара, это 7738 строк, это самый длинный эпос, который исполняется в Ирландии. И вот этот эпос мы исполняем, мы тоже исполняем. Мы устанавливали рекорд Гиннесса за самое длительное исполнение горлового пения, чтобы сохранить именно наши традиции. Предки наши исполняли 7-9 суток, да, раньше. Да, исполняли. Сегодня, конечно, практически это невозможно, физически не получается. Но то, что они сохранили, это тоже есть, я вам сказал, вера очень сильно искаженная идет сегодня. Это проблема, это актуальный вопрос сегодня стоит, потому что единой веры нет. Вот что еще можно сказать. Оснащения очень мало в школах. Ну, не хватает там музыкальных инструментов, мастеров не хватает. У нас одна проблема, как всегда, денег нет. Несмотря на это, конечно, все равно мы сохранили очень сильную традицию. Речевой образ жизни, ну, такого сейчас, как раньше, особо нет. Ну, примерно, да, где-то чувствуется, это есть, где-то в чем-то. Почему? Ну, вы, наверное, сами знаете смысл скотовода. Поэтому летом на пастбище надо переезжать, зимовка, летний стоян. Поэтому население передвигается постоянно. Да. Есть такое вид. У нас сегодня вот, в Луганском районе, можно сказать, очень сильно сохранились такие традиции, которые, например, когда ребенок рождается, они сразу думают о своих, о будущем детей. Надо сохранить для него там, скакуна, надо для него, вот ребенок родился, вот этот скакун, ему подарок вызывает, да, имя дает, вот, корову, там, теленка, вот, там, ягненка. Эта традиция это сегодня сохранена. Даже были времена, вот, что ребенок родился, ружье даже вставляли на последний, да, передавали, поколение по поколению передавали. Ножи тоже сохранены. Также то, что охотничьи там, предметы и так далее. Семейные, бытовые предметы, которые там сохранились, там, тажу, там, и так далее, какие-то ожерелья и так далее. У нас родовые места, священные, сакральные места, где поклоняются, где проводятся ритуалы, даже это сохранено. Мы, как язычники, это в первую очередь сохранили, да, вот на гору поднимаемся, на святую место поднимаем, привязываем телома, полотенцечко привязываем, поклоняемся своей природе, огню, воде, земле, книге, солнцу. Потом есть традиция ова, да, камень складываешь, вот, по тропе, где ты проезжаешь постоянно, там, на горе, там, на пике, там, где-то на склоне, специально место, где пастбище твое, где скот там пасется, там тоже есть места, ритуальные места, там проводятся обряды. Каждый человек это все, каждый исполнитель тайчи, у него творческий человек, у него
свое направление, он по-свойски поет, по-свойски понимает эту музыку. Поэтому у нас эта авторская работа всегда идет. Это сочинение музыки, это слова, это мы все сами сочиняем. И даже был случай у нас, мы, посвященный году экологии, год назад выпустили альбом, Алтай-Кабай называется, посвященный Алтайскому заповеднику, биосферному заповеднику, который у нас есть на Алтае. И специальные песни пели, которые краснокнижники есть там у нас на Алтае. Это Ирбис, да, Снежный барс, там Аргари, Архара, потом Телецкое озеро наше, да, вот специально очень посвященные этим местам, писали слова и музыку, вот, светили, целый альбом светили, это огромный труд. Вот. И часть этих песен мы переложили на ноту, с русским камерным оркестром исполняли, с симфоническим оркестром исполняли, новосибирским филармоническим оркестром это исполняли. Это мы пропагандируем культуру, и естественную культуру, и естественную природу нашу. А природа Алтая это очень красивая, древняя, девственная. И сегодня уже свободным плаванием, можно сказать, да. Ну, когда официально должен занимал, я совмещал, да, естественно, работал, как положено, да, трудовой день отрабатывал, и после работы я уходил в творческие моменты, в творческую работу, и этим занимался постоянно, да, совмещал. Сложно было, трудно было, да, но это очень приятно, полезно и приятно. Но это надо. Вот мой ансамбль Алтай-Кабай, больше 20 лет работает уже. Я гастролирую по всему миру, где только не были. Мы уже свой след оставили, да, везде. Что есть алтайское горловое пение, что есть республика Алтай, что есть народ алтайцев. Естественно, я поэтому и назвал ансамбль Алтай-Кабай. Алтай это наш Алтай. А Кай это горловое пение. Поэтому я изначально это название сделал, что это большая ответственность, когда, видите, когда назвал, что именно название же Алтай-Кабай, это огромная ответственность. Поэтому у меня это в первую очередь стоит сегодня, чтобы ее сохранить. Вот Алтай-Кабай это не только ансамбль, а алтайское горловое пение, Алтай-Кабай сохранить, чтобы и развивать дальше. И, естественно, первопроходцам очень трудно. Все двери открывать, дорогу открываешь. И после нас, которые молодежи, да, им легче будет. Работать легче будет. И так далее. Почему? Потому что я, когда в международную организацию вошли, ВОМЭКС называется, да, когда мы вошли, там уже показали людям, что есть китайское горловое пение Алтай-Кабай. И, естественно, вот первоочередная задача стоит сегодня алтайское горловое пение передать будущему поколению в нотном варианте, потом создать школу, то очень серьезно надо школу создать, в которой могли дети учиться по учебным пособиям учиться. Надо создать учебные пособия. По какому учебному пособию они должны учиться. Это очень важный момент, потому что здесь в горловом пении у нас несколько направлений. Повествование греческих эпосов, это традиционно, да? Потом, когда повествование греческих эпосов, там же еще есть стили, там входит в горловое пение, там основных стилей там 3 стиля, там харпараку и мейсулют, и в каждом стиле есть еще разновидности. Вот это очень важно. Это очень грамотно, очень правильно в этих пособиях это выложить надо, чтобы детям или ученикам ясно было азы изучать. С чего начинается алфавит, да? Как начинается это все? Поэтому такая огромная задача, и вот эту задачу решить, вот сидим, думаем, надо его как-то надо начать и как-то передать
тем вузам, чтобы они нести дальше. Это очень важное наследие, это очень важное культурное и нематериальное наследие. Мы одно время этим плотно занимались. Вот мне в Нью-Йорке в 98 году, когда ученые через нос вставляли камеру, как нитка камеры маленькая, да, вот мы вставляли, и перед мной телевизор стоял, и смотрел, как моя гортань работает. Физиологическое изучение очень тоже важно. Научная точка зрения тоже доказывают ученые, например, в Америке, да, а у нас его никто до сих пор не изучал. Вот что проблема, вот в чем проблема. Например, знаю, что в Китае горловое пение, они вошли в состав культурного наследия ЮНЕСКО, а в России этого нет. Но даже если они вошли, что культурное наследие, да, например, в этом Китае, но они учебные пособия тоже до сих пор не создали. Вот что проблема в этом. И я думаю, в этом пространстве, например, Монголия, Китай и Россия, да, в этом направлении надо садиться за стол и единое направление надо найти. Как это сохранить? Каким путем? Что сохранять именно? Задача стоит, что именно сохранить? И каким путем? Это несколько вопросов. Но здесь надо рабочую группу, я думаю, надо создавать там, с той стороны, с нашей стороны. И туда должны войти очень серьезные, компетентные люди. Не на горячую голову, там что-то придумали, написали, да? А здесь именно подойти надо. Очень серьезный подход нужен. Чтоб, понимаете, здесь очень тонкие моменты есть, чтобы не нарушить. Есть специалисты, которые понимают, да, героические эпосы. Это ученые, да, это. А стиля горлового пения понимают только в основном исполнители, которые кайчи, которые носители, которые сам исполняют. Но есть люди, которые, например, да, кайчи один стиль исполняют, или два стиля, некоторые три стиля, некоторые со всеми стилями владеют. Это очень важно тоже. Хороший исполнитель горлового пения, он владеет не только со всеми стилями, еще и исполняет с помощью гортани животных, имитации животных, да. Это очень важно. Вот этих людей очень мало. Ценных людей, которые очень хорошо поющие люди есть, они не могут это выразить в словах, но они исполняют. Понимаете, это важно. Надо выслушать мнение каждого специалиста. Есть плодотворная, огромная, большая работа. Она не до конца изучена. Даже американцы изучали, да, но они не все это проверили, изучили. Поэтому здесь я вот несколько лет тоже этим занимаюсь, я стилями горлового пения владею и исполняю, ну, и физиологию смотрю, проверяю. Некоторых людей без распевки не могут, а некоторые вообще вот, хоть быхни, хоть что делать, хоть даже болеет, даже если болеет, горловое пение идет и все, не тормознешь. Как это так? Вот это понимаете? Вот как поймите, посмотрите, они хоть что ли, ну это не понять, не увидеть самому и не понять. Это разные вещи. Горловое пение по телевизору, да, или то ли дело живем видишь. Это разные вещи. Поэтому здесь надо подойти очень тонко, чтобы как бы не нанести ущерб. Понимаете? Если это пособие, да, понятно, можно сделать. Это ее выпустил, да, книжку. По этой книжке дети будут учить. А там чуть-чуть что-то неправильное будет, в другую сторону идет. И спорные моменты появятся, и все. Понимаете? Традиция горлового пения, я думаю, так, изначально это, наверное, скорее всего, как это традиционное ритуальное, наверное, было, да? Мне кажется, это подражание, поначалу люди, да, подражали там животным, да, там, вот, стиль там, куймы похожи, например, на как там бык там болел, да? Стиль Хархара это похоже там другому. То есть стиль Сугет это как ветер свистит там, и так далее. То есть у каждого человека разное понимание в этом виде, да, в своем понимании. Они по-разному видят стиль. Изначально, я думаю, это как ритуально было
Потом она, и как и инструменты тоже как ритуальные были, да, всегда это, как человек развивался, так смотреть. Очень древний вид искусства. Но потом она постепенно музифицировалась. Сегодня она еще дальше пошла, видите,